Ассаламу алейкум. Поздравляем вас с 1 мая, День единства народа Казахстана. И мы хотим рассказать про узбекские национальности. И я рассказываю про узбекские блюда. Это плов, национальное узбекское блюдо, тушеное мясо с рисом специально выращенным и посыпают еще овощами. А это нагрев, тонко нарезанное мясо с тушеным мясом. Шорва. Шорва – это суп с тушеным мясом, картошкой и разными овощами. Самса. А самса бывает разная. Бывает мясная, бывает картофельная, бывает тыквенная. А еще она может быть разной формы. Круглая, треугольная и квадратная. И напоследок это голубцы, или как у нас называется чаратай. Это фарш с рисом, завернутый в свежие виноградные листья. Узбекская национальная одежда. Узбекские национальные костюмы очень яркие, красивые, удобные. Национальный мужской костюм состоит из чапа, стеганого халата и шаровар. На тело одевают А женщины в чем казахский народ имеет богатую культуру, которая важнейшее место занимают национальные обычаи и традиции казахского народа. В них содержится вся вековая мудрость. При этом их наказы, касающиеся буквально всех сторон и этапов нашей жизни от рождения и до смерти, здесь мы расскажем о самых популярных обычаях, традициях казахского народа, связанных с важными событиями в семье. Рождение ребенка, свадьба, казахские обычаи и традиции. Шидехана, Бесектой, Кырканаш, Шивару, Салкисев, Аккою, Ер, Отурмизу, Житалда, Батсу, Туин, Су, Хасмузалу и так далее. Из поколения в поколение передаются обычаи и традиции народа Казахстана, ведь именно они являются настоящим сокровищем нации. Поэтому так важно сохранить их и преданность своим детям. Каждый ритуал имеет глубокий смысл и должен выполняться в определенное время, по определенному поводу и по определенным правилам, так как это была заветная истина. Сегодня мы расскажем о самых главных казахских обрядах. Сегодня Бесектой, Бесекке Салу Расул. Как правильно на третий день после рождения малыша впервые выкладывали в колыбель. Главная роль в проведении соответствующего ритуала отводится бабушке. Вначале она окуривает колыбель травами, чтобы отгнать злых духов и хворь. Затем пеленает ребенка, перевязывает
рубахи используются очищенные кости нижних костных суставов, покрытых домашних животных, коров, свиней, овец. Здравствуйте, я хочу рассказать про русский народный костюм женщин и мужчин. Русский народный костюм для женщин мог быть сарафаном или пальоном. Сарафаном вид одежды был в северных областях, пальоном в южных. Основной наряд была просторная рубаха. Шили рубаху из натуральных тканей, льна и хлопка. Подол рубахи и рукава, область ворота украшали вышивкой, расшивали тесьмой, блестками и пуговицами. На голову женщины одевали платок, а девушки молодые, они заплетали одну косу и завязывали голову крепкой лентой. Существует несколько разновидностей сарафанов. Первый. Расшивные сарафаны имели вид трапеции. Второй. Глухие имели два шва спереди. Прямые или круглые имели свободный порой и были очень удобными. Мужской русский народный костюм отличался меньшим разновидностью, чем женский. Он состоял из рубахи, как правило, косоворотки, украшенной по вороту, подолу и концам рукавов вышивкой, которая надевалась поверх штанов и поясом тканевым или плетеным поясом. Под головным убором были тафья, шапки и треугольные мурловки. Я расскажу про русские потому что скоро Пасха, я расскажу про традицию Пасхи. Пасха – это светлый праздник воскресения Христа. Этот праздник пришел к нам в Русь из Византии. В этот праздник каждый храм священники проходили каждую ночь и рассказывали свои грехи. И устраивали походы. В каждом доме все купили народные кексы, красные яйца или делали наклейки. Каждый кекс не просто делали, а делали с собой тело Христа. В этот праздник все красили яйца, звали наклейки, угощались и говорили хорошие пожелания. Я хотела вам рассказать щи. Это суп с капустой, который придумали в 11 веке. Его добавляли капустного рассола. Его придумали в разных видах – постных, рыбных и зеленых. Его едят с жженым хлебом. Его заправляют сметаной и приправами. И блины. Блины древние блюда русской кухни. Появились в 15 веке. Рецепт приготовления одного из самых известных русских яств весьма прост. Молоко, яйца, соль. Вот процесс приготовления. Каждой хозяйке жидкое тесто. Национальная кухня, она очень разнообразная и бывают разные. До свидания, желаем здоровья и счастья. Салмацузба. Кыргызская национальная одежда изготавливается из волокон, кожи, шерсти и ткани. Кыргызская национальная одежда отображен такой образ жизни. Национальной одежде используется
шурпа. Почетным гостям принято дарить колпак с красивой вышивкой. Женщины носили бендемчи и аличи. Кыргызская национальная кухня – это бишка, плов, шурпа, манты, кора и рыбы. Кыргызские национальные игры – это битва всадников за тушку садиков.